Следователи возбудили уголовное дело о халатности при предоставлении жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Исмаильском районе Якутии. По материалам проверки, проведенной органами прокуратуры в 2015 году, между главой Исмаильского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика жилых помещений в домах малоэтажной застройки в собственность района общей стоимостью более 21 миллиона рублей. В последующем 12 квартир были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. Однако в январе уже этого года, после многочисленных жалоб жильцов, выполнены работы по обследованию технического состояния конструкций для определения возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации. Согласно акту обследования, жилые помещения признаны фактически непригодными для проживания, создающими угрозу жизни и здоровья жильцов. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. В Якутии изъята крупная партия нелегальной алкогольной продукции. По материалам проверки Управления Федеральной службы безопасности России по Якутии возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством, в особо крупном размере». Предварительно установлено, что фальсифицированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, приобреталась и хранилась в целях дальнейшего сбыта в металлических контейнерах по разным адресам на территории города Якутска. При попытке продажи партии фальсифицированной спиртосодержащей продукции оперативники задержали одного из предполагаемых подозреваемых. В результате проведенного расследования оперативники изъяли более 20 тысяч бутылок поддельной водки различных марок. Предварительная стоимость изъятой продукции составила около 7,5 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы. Полномочия депутата Наследного совета Мегино-Кангаласского улуса прекращены досрочно за пьяную езду и ДТП. Еще в июне этого года 37-летний мужчина, уроженец Татинского улуса, проживающий в одном из наследников Мегино-Кангаласского и работающий физкультурным инструктором детского сада, выпивал с малознакомой девушкой. На тот момент он уже был лишен водительских прав, но, несмотря на это, решил поехать в село Майя, чтобы подвезти девушку. В результате его машина съехала с дорожного полотна и опрокинулась. 25-летняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, перелом 7 ребер и ушибы легких. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения покинул место ДТП. В ходе расследования вину депутата в совершении двух преступлений, а именно в совершении ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью для потерпевшей, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительского удостоверения. Уголовное дело было расследовано Заречным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия в Нижнем Бестяхе, и уголовное дело с утверждением прокурора района направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура района поддержана государственное обвинение, в суде доказана полностью вина подсудимого, и приговором Мегино-Кангаласского районного суда депутат признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, и ему назначено наказание по совокупности приговоров и преступлений в виде лишения свободы сроком на 2 года 20 дней, условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев. Мужчина предстанет перед судом за оскорбление полицейского в Мирнинском районе Якутии. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении мужчины, публично оскорбившего полицейского. Сообщается, что сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого 45-летнего жителя Башкортостана, который громко выражался нецензурной бранью в аэропорту Мирного. Во время составления протокола задержанный публично оскорбил сотрудника транспортной полиции. На неоднократные требования прекратить мужчина не реагировал. По материалам проверки в отношении мужчины возбудили уголовное дело, санкциями которой дебоширу грозит до 1 года исправительных работ. Межгосударственный авиационный комитет ведет расследование аварийной посадки вертолета в Среднеколымском районе Якутии. По имеющейся информации, капитан воздушного судна и 5 пассажиров, находившиеся на борту, не пострадали. Воздушное судно разрушено, говорится в сообщении. Аварийная посадка частного вертолета Ми-2 произошла 4 октября. Капитана и пассажиров обнаружили в лесном массиве в 60 километрах от Среднеколымска и доставили в город на вертолете. Мужчину, пострадавшего от нападения белого медведя в Якутии, доставили в Булунскую центральную районную больницу. В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что мужчину долго везли с островов. Были поражены конечности и голова. Медики оказали необходимую помощь, наложили швы. Сейчас состояние пациента стабилизировано. Также отмечается, что решение по дальнейшему лечению пострадавшего будет принято позднее. В ИДДС Булунского района сообщили, что хищник напал на жителя Устьянского района на территории Ляховских островов. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу утром 4 октября.
52-летняя жительница Мирного лишилась более 30 тысяч рублей при продаже недвижимости. Она рассказала, что разместила на сайте Авито объявление о продаже своего дома. Через некоторое время ей позвонил некий молодой человек и сразу изъявил желание купить недвижимость. В подтверждение своих намерений звонивший предложил потерпевшей перевести предоплату в размере 50 тысяч рублей на карту. Потерпевшая согласилась и по просьбе афериста отправилась к ближайшему банкомату. Там она, следуя инструкциям неизвестного, привязала к своей карте продиктованный им телефонный номер. После этого псевдопокупатель заявил, что якобы по техническим причинам у него не получилось осуществить перевод денег. Тогда женщина вспомнила про то, что у нее есть карта другого банка и попросила перечислить средства туда. Для этого она также по указанию лжепокупателя отправилась к ближайшему банкомату.